День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Евросоюз утвердил уже 19-й по счету пакет санкций против России. Впервые введен запрет на закупку сжиженного природного газа из нашей страны. На пленарном заседании ЛТУМЭН народные депутаты большинством голосов одобрили изменения в Конституцию республики, внесенные по инициативе главы региона. Расскажем подробности. Торжественная отправка призывников состоялась в Ленске. 13 новобранцев отправятся для прохождения службы в воинские части. В республике превысился эпидпорог по сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. По итогам минувшей недели специалисты зарегистрировали порядка 7 тысяч случаев заражения. В Музее археологии и этнографии СВФУ стартовала уникальная выставка. Экспозиция представила свыше сотни артефактов с раскопок могильника тыганидов, потомков легендарного Тыгандыр-хана. Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште. Скорее, речь идет о переносе встречи, уточнил он, добавив, что было бы ошибкой подойти к саммиту без подготовки. Путин подчеркнул, что в последнем разговоре с Трампом встреча в Будапеште была предложена американской стороной. Владимир Путин также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много направлений для сотрудничества, если страны при этом перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу. Россия всегда поддерживала продолжение диалога, заключил российский лидер. Накануне стало известно, что встречи на высшем уровне, о которой так много говорили в последние дни, в ближайшее время не будет. Дональд Трамп к ней пока не готов. Новый, уже 19-й по счету пакет санкций против России официально утвердил Евросоюз. Впервые ввели запрет на закупку сжиженного природного газа из нашей страны. Действовать он начнет поэтапно. Также санкции касаются банков, криптобирж и более сотни танкеров, на которых, как считают еврочиновники, перевозят российскую нефть. Новое ограничение для наших дипломатов: нельзя перемещаться внутри Евросоюза, за исключением страны, в которой они аккредитованы. За сотрудничество с Россией досталось и компаниям из Индии и Китая. Пекин в связи с этим выразил решительный протест. Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 27 и 28 годов. Его ключевые приоритеты – это выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, социальная поддержка семей участников спецоперации и достижение определенных Владимиром Путиным национальных целей до 30 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что депутаты и правительство в ходе летней работы над проектом постарались сделать все, чтобы бюджет решал задачи, стоящие перед страной. Бюджетный проект при этом основан на базовом прогнозе. В 2026 году ожидается рост ВВП России сразу на 1,3%, а к 2028 году почти на 7%, до 276 триллионов рублей в номинальном выражении. В Якутске на очередном пленарном заседании парламента республики были рассмотрены изменения в Конституцию Якутии. Народные депутаты большинством голосов приняли изменения и поправки в Конституцию региона, которые были внесены по инициативе главы региона. Подробности в сюжете далее. Работа пленарного заседания началась с обсуждения проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию республики. Законопроект был внесен с целью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральными нормами. Всего приняли участие 66 депутатов. За поправки проголосовали 54, против оказались 10 и 1 воздержался. Он и юридически, и фактически полностью объединил, скажем так, Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Саха-Якутия.
Проектом внесены изменения в 6 статей основного закона Якутии, в том числе о включении органов местного самоуправления в единую систему публичной власти. В Якутии сохраняется система двухуровневого местного самоуправления. Внесены практически технические изменения в нашу Конституцию, поправки и изменения в Конституции. Они очень оправданны и они очень нужны нам. 10 полномочий государства могут быть переданы местному самоуправлению, что позволит главам муниципалитетов общаться на одном уровне с федеральными крупными компаниями, а также с недропользователями. Мы привели в соответствие несколько статей Конституции 414 федеральному закону. Исходя из конституционных норм и конституционных принципов, мы сделали отсылочную норму на республиканский закон, который будет приниматься в ноябре-декабре этого текущего года. Конституция Якутии меняется в 13-й раз. В измененной версии приведены в норму положения о получении основного образования. Государство гарантирует бесплатное обучение в детском саду, получение общего и среднего специального образования, учитывая риски для малокомплектных и кочевых школ. Я считаю, что здесь было особо важным, когда глава республики Арсений Сергеевич Николаев, как гарант Конституции, четко обозначил позиции республики. Да? Это бесплатность 10-11 класса для обучающихся наших школьников, да? А также возможность поступления в колледжи после 9 класса. Изменения в Конституции вступят в силу после подписания закона. Помимо этого, на пленарном заседании обсудили бюджет Якутии на 26 год и на плановые 2 последующих года. Прогноз дохода составляет 309 миллиардов рублей, а объем безвозмездных поступлений – 85. Дефицит бюджета составит 8 миллиардов рублей. Депутатов волнуют вопросы сельского хозяйства, ЖКХ, Арктики, субсидированных авиаперевозок и здоровья. По части здравоохранения бюджет очень сбалансированный, поэтому комитет по охране здоровья она приняла полностью в первом чтении. И, конечно, есть пожелание на второе чтение предусмотреть во втором чтении средства на высокотехнологичную медицинскую помощь. Но еще дополнительно предусмотреть кредиторскую задолженность по лекарственному обеспечению этого года, 2025 года. На 2027 год общий объем доходов в бюджет прогнозируют в 350 миллиардов рублей, а на 2028 год – 315. Мы, когда формировали законопроект в первом чтении текущего года, 2025 года, у нас цифры были ниже, порядка на 23 миллиарда 300, чем сейчас мы видим. Соответственно, это отмечается, что наш бюджет растет. Он растет в плане доходов и в плане расходов, но, конечно, есть проблемы, которые надо решать. И здесь надо отметить, что вопросы задаются не зря. Мы уже после первого чтения в ходе подготовки ко второму чтению все предложения народных депутатов будем учитывать. Заседание еще не завершено. Депутаты обсудят бюджет республики во втором и третьем окончательном чтении. Даяна Федорова, Семен Семенов, Стас Потапов, Якутск. С 23 октября паромная переправа Якутск-Нижний Бестях работает по межсезонному графику. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. При этом в ведомстве подчеркнули, изменения связаны с ухудшением гидрологической обстановки и началом активного ледообразования на реке Лени. В перевозках, отмечу, задействованы 6 паромов, работу которых обеспечивает буксир. Отход судов производится по мере загрузки транспортных средств, ну а оплата проезда автотранспорта и пассажиров осуществляется на береговых территориях обоих берегов реки в специально оборудованных пунктах с терминалом. Сейчас из-за погодных условий, то что река замерзает у нас, мы грузимся по заполнению. Все зависит от дня недели, соответственно, выходные дни побольше, в будние дни поменьше легковых. В основном у нас идут грузовые автомобили, которые едут, допустим, встретить груз, принять груз, либо отвезти груз. Соответственно, вот грузовых побольше стало. Темы. В Якутии продолжается интенсивное ледообразование. Это довольно опасное явление на водоемах, в связи с чем создаются сезонные риски, связанные с провалом людей и машин под лед. В группе риска находятся в том числе рыбаки-любители. Для того, чтобы предупреждать несчастные случаи, инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические рейды.
С 1 октября инспекторами организовано более 200 профилактических рейдов в сотрудничестве с МВД, муниципальными образованиями и даже СМИ. В этот раз рейд проводился на 204-м микрорайоне, где регулярно собираются любители подледной рыбалки. Специалисты напоминают гражданам о небезопасности нахождения на льду в это время. На сегодняшний момент по нашим замерам по всей территории республики, по водоемам, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но средняя толщина льда составляет 15 сантиметров, что является безопасным для пешего человека, но одного. То есть небольшой группой людей ходить по льду не рекомендуется. То есть 1-2 человека могут переходить, но и то можно переходить только там, где это официально разрешено, потому что у нас есть аншлаги, есть специальные знаки, где переход по льду разрешен. На это надо тоже смотреть, надо внимательно смотреть, когда вы подходите к берегу, можно ли переходить, нет, потому что бывают такие водоемы, которые до сих пор еще не взялись. На левом берегу Лены, в районе села Старая Табага, состоялась торжественная церемония установки памятной таблички на первой опоре Ленского моста. Символическое событие стало знаковым этапом реализации одного из самых масштабных проектов в истории Якутии. Подробности в сюжете далее. Мечта якутского народа строится на глазах. Ленский мост день за днем становится все ближе к реальности. Основной этап строительства начался в октябре прошлого года. Тогда была устроена первая буронабивная свая на левом берегу. За год создана мощная производственная база на 4 технологических площадках на обоих берегах Лены. В этом году у нас появится на том берегу, на правом, еще одна такая опора. И дальше уже мы со следующего сезона пойдем устанавливать остальные опоры. Следующий сезон у нас основные события – это спуск на воду 2 кофердамов. После прохождения ледохода мы уже будем устанавливать на дно реки 2 кофердама в следующем году. Сегодня работы ведутся одновременно на 2 сторонах реки. На правом берегу уже устроено 40 свай под опоры. Продолжается сборка 2-го кофедрама для центрального пилона. Мы собрали в этом году укрупнительную сборку, произвели. Кофердам. Это опора номер 10. Что значит кофердам? Это вот такая вот конструкция, которая позволяет работать вне зависимости от погодных, весеннего, осеннего паводка. То есть по технологии мы беспрерывно должны работать. Исполнителем проекта, отвечающим за проектирование, привлечение финансирования, строительство Ленского моста, выступает группа ВИЗ. Компания является ключевым звеном, обеспечивающим реализацию всех этапов от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию. Нам удается обеспечивать достаточным объемом финансирования проект. У нас вовлечены уже все 4 источника, которые изначально были. У нас есть и федеральные капитальные гранты, региональные капитальные гранты, есть привлеченное внебюджетное финансирование в виде банковских кредитов, и наши собственные средства тоже в проекте работают. То есть все источники вовлечены. В целом мы идем в графике. Ленский мост станет ключевой транспортной артерией, обеспечив круглогодичное сообщение между Якутском и федеральной трассой Лена. Он соединит не только 2 берега Великой Сибирской реки, но и крупнейшие транспортные магистрали – Байкало-Амурскую и Транссибирскую северным морским путем. По сути, это проект, который объединит восток и запад Якутии, связав весь Дальний Восток. Камила Михайлова, Станислав Потапов, Табага. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Одним из приоритетных направлений в работе транспортной прокуратуры является контроль за соблюдением прав пассажиров. На вокзалах размещены информационные стенды, а сами прокуроры периодически проводят приемы граждан, во время которых фиксируют обращения и разъясняют пассажирам их права. Подробности расскажем в следующем сюжете. По результатам недавних проверок авиакомпаний транспортной прокуратурой было выявлено более 30 нарушений законодательства и приняты меры прокурорского реагирования.
Чаще всего они связаны с нарушением прав пассажиров из-за задержки вылета. В случаях, если задержка рейса происходит по вине авиакомпании, то есть если эти задержки пошли не из-за метеоусловий или иных форс-мажорных обстоятельств, то нами возбуждаются дела об административных правонарушениях в отношении авиакомпании по статье 14.4 Кодекса административных правонарушениях. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям качества. В настоящее время нами возбуждено 8 дел об административных правонарушениях в отношении авиакомпании республики. При задержке на 2 часа пассажирам обязаны предоставить прохладительные напитки. При задержке на 4 часа – горячее питание. Часто представители авиакомпаний пренебрегают этими правилами, а пассажиры просто не в курсе положенных им дополнительных услуг. Транспортные прокуроры в рамках своей работы разъясняют пассажирам их права. Если идет задержка рейса на 2 часа, то перечисляются напитки, еда. Но если будут какие-то вопросы, если, допустим, багаж потеряется, все, то можно будет обращаться в компанию, либо в прокуратуру. Бывает, что рейс задерживается на целый день, а то и больше. В этом случае авиакомпания должна бесплатно предоставить пассажирам размещение в гостинице. В случае задержки на 8 часов в дневное время и на 6 часов в ночное. В настоящее время размещение со стороны авиакомпании «Якутия» и «Полярной авиалинии» обеспечивается размещение в гостинице «Лайнер», который находится в непосредственной близости от аэропорта города Якутск. И в данном случае пассажиры должны обратиться в первую очередь к представителям авиакомпаний. В таком случае уже идет размещение в гостиницах. В аэропорту и в основном зале, и в зале накопителя размещены информационные стенды, разъясняющие пассажирам их права. Посредством оповещения звучат аудиообъявления. Пассажирам стоит помнить, если ваши права пытаются нарушить, всегда можно позвонить дежурному прокурору. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Во Владивостоке пробный безвизовый режим для въезда и выезда из Китая продолжает успешно действовать. Въезд без визы, напомню, был введен еще 15 сентября. Основные условия – наличие загранпаспорта и срок поездки не более 30 дней. Вице-консул Генерального консульства КНР дал официальный комментарий о работе режима. По его словам, за прошедшее время границу пересекли тысячи россиян. Уже в первый день это сделало около 1000 человек, а за месяц число туристов превысило отметку в 46 тысяч. И это только в соседнюю провинцию Хэйлунцзянь. На этой неделе Минтранс Якутии заявила о приостановке работы 4 межгородских маршрутов, которые соединяли столицу региона и близлежащие населенные пункты. Ограничения следует из сообщения ведомства, носит вынужденный характер. Подробнее о причинах расскажет моя коллега Саргалана Неустроева. 21 октября общественность Якутии огорошила новость о прекращении работы сразу 4 маршрутов – номер 201, 202, 203 и 206. Местные жители не сдерживают недовольства, все они были востребованными среди пассажиров. Самый популярный маршрут Хангаласского улуса закрыт. Как он может быть убыточным? Всегда народ был за него. Я вообще не понимаю, почему не думают о пожилых людях. Многие ездят в Якутск в больницы. Скоро Новый год. Многие будут ездить за подарками и так далее. Всегда билеты покупала онлайн и заранее, чтобы успеть занять места. Редко было, чтобы полупустой был автобус. Теперь, чтобы, к примеру, из Покровска добраться до Якутска, семья из 3 человек, мама, папа и ребенок, вынуждена будет заплатить 1800 рублей. Такова стоимость проезда на такси. На автобусе эта поездка обошлась бы семье в 750 рублей. Если взять на такси, то это будет 4 полных тарифа по 600 рублей. Это больше 2000. А график рейсов вам нравился? То есть по времени? Нормально. В 9 часов отсюда и в 5 оттуда обратно. Это очень хорошо. Удобно. Причиной ограничения маршрута стала простая нехватка финансирования. Действие контрактов с предприятием завершилось, а на его продление в региональном бюджете не нашлось средств. Но данные маршруты, значит, будут продолжены с Нового года. В проекте бюджета следующего года необходимые средства предусмотрены, и это ограничение времени. Кроме того, с прошлого года маршрут Якут-Джатай стал республиканским, межмуниципальным в силу отдельных, значит,
нормативно-правовых актов. Но здесь хотелось бы сказать, что данный востребованный маршрут, он продолжит свое действие до конца года и на следующий год также. То есть ждать запуска маршрутов якутяне должны до января. Причем неизвестно, продумало ли министерство альтернативные пути решения проблемы. Видимо, эту прерогативу оставили на районной администрации. Так, к примеру, глава Хангаласского улуса договорился с частной компанией, которая с 24 октября вышла на рейс вместо ЯПАК. Пока это будет на коммерческих тарифах, да, но в будущем, в случае того, что мы покажем свою стабильность выполнения рейсов, возможно, что возмещение части затрат ляжет на Министерство транспорта. Новые тарифы обойдутся пассажирам на 50 рублей дороже и все равно останутся на порядок дешевле, чем услуги такси. Я напомню, что вся эта ситуация развернулась на фоне множества разговоров о необходимости оптимизации бюджетных средств и разработки нового бюджетного плана на ближайшую трехлетку. Вопрос на самом деле серьезный. Сегодня это, к сожалению, только нагрузка на республиканский бюджет. Мы приняли своими законами такое виды субсидий на межулусные и внутриулусные перевозки. В этом году Алексей Ильич несколько раз встречался с сенаторами, профильных комитетах Совета Федерации Государственной Думы. Мы надеемся, вот в 2026 году еще дополнительно, возможно, мы получим на субсидирование этих рейсов. Тогда будет немножко полегче на сегодня. Да? Леты, а тут, казалось бы, просто автобусы. Получается, что эта ситуация стала следствием проблем в транспортном блоке региона. В Якутии с ее размерами и труднодоступными территориями осуществлять бесперебойное сообщение между муниципалитетами невозможно без помощи федерального центра. Сарглана Неустроева, Виолетта Засимова, Хангаласский район. Среди населения все чаще стала появляться информация об изъятии земельных участков у собственников с 1 сентября этого года. Наша съемочная группа решила разобраться в данной теме. Об освоении земельных участков и критериях неиспользования расскажет Вероника Таюрская. Федеральный закон, которым определяется трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в населенном пункте, садовом и огородном участке, вступил в силу еще 1 марта 2025 года. Согласно документу, землевладельцам необходимо поддерживать угодья в пригодном состоянии. Норма прежде всего относится к проблемным участкам. Для приведения земли в порядок дается как минимум 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию. Признаки неиспользования земельных участков они установлены постановлением правительства за номером 826. К ним относится захламление, загрязнение земельного участка на площади более 50%, отсутствие в течение 5 и более лет построенного здания, отсутствие на земельном участке более 7 лет, 7 и более лет жилого дома, ну а также наличие на земельном участке разрушенного здания. Что нужно делать, чтобы земельный участок не был изъят? Для этого его нужно содержать в надлежащем состоянии, а именно выполнять комплекс мер: осушение, увлажнение, очистку участков от сорняков и отходов, деревьев и кустарников, которые мешают использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, то есть захламление, уплотнение и укрепление грунта, вертикальная планировка участка. Правообладатели земельных участков по своему выбору выполняют одно или несколько мероприятий. В случае невыполнения данного комплекса мер владельцам земельных участков грозит дисциплинарная ответственность и не только. Мы должны провести работу по рискоориентированному, которые попадают в эти рискоориентированные средние или значительные риски, умеренные риски попадают. Мы их будем сначала проводить работы по контрольно-надзорным мероприятиям, а по другим участкам по заявлениям, по жалобам. Мы будем выявлять нарушения, выдавать предписания. Если не исполняют предписания, тогда мы будем направлять в органы уполномоченные на изъятие земельного участка. Отметим, что в течение 3 лет нарушения не будут фиксироваться, но могут быть проведены профилактические мероприятия.
Они носят предупреждающий характер, по ним нельзя привлекать к административной ответственности. Таким образом, это время должно быть использовано для поддержания участков в надлежащем состоянии. Принятый закон не имеет обратной силы, и сроки исчисляются непосредственно с 1 марта этого года. Такая ситуация, да, по тем земельным участкам, которые были оформлены до 1 марта 2025 года, срок будет исчисляться с 1 марта, а по тем участкам, которые после были оформлены, с момента государственной регистрации. После истечения 3 лет, предназначенных для освоения земли, владелец может начать использовать участок по назначению, строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельхозпродукцию и так далее. Только с этого момента собственник несет ответственность за неиспользование земельного участка. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. Обеспечить Арктику местной продукцией. Такова одна из задач нового консервного цеха, который открылся в столице республики. Масштабы и объемы переработки позволят снабжать Север качественными, а самое главное – родными якутскими продуктами. С ассортиментом отправилась знакомиться и наша съемочная группа. Вот так стройными рядами по лентам движутся банки будущей местной якутской тушенки. А вот так обрабатывают морковь перед заготовкой. Самый настоящий контрастный душ. И это только малая часть мощностей нового цеха арктической торгово-логистической компании. Предприятие станет ключевым звеном в цепочке переработки местной сельхозпродукции. И что самое важное, завод обеспечит обратную загрузку и эффективную переработку сырья. В рамках работы арктической торгово-логистической компании перед ней была поставлена мною задача о переработке продукции для того, чтобы все-таки удешевить вопросы завоза продукции и максимально поддержать местных производителей. Уверен, что вот эта работа, которую проводит арктическая торгово-логистическая компания, она будет обязательно приводить к улучшению качества жизни и в Арктике, и на якутском селе. Мощность нового цеха по производству консерв составляет до 250 тысяч банок готовой продукции в год. Только вдумайтесь в эти цифры. Причем и планы на год более чем амбициозные. Цех планирует произвести до 55 тысяч банок готовой продукции уже до конца этого года. Ну а впрочем, ни одной тушенкой едины. Отдельное направление работы цеха – заготовка сиропов и варенья. Всю продукцию для них собирают, кстати, также в северных районах. Оно в пастеризаторах варится и происходит выдержка. Мы настаиваем, чтобы оно медленно дошло. И потом фильтрация и дозировка и укупорка. И все. Это все наше местное. Мы ягоды заготавливаем на северных улусах, в Жиганске и Верхоянске. Ключевым элементом цеха стали современные технологические оборудования конвейерного типа, а также автоклав заводского комплекта. Эти решения не только повышают производительность, но и обеспечивают высокий уровень автоматизации всех производственных процессов. Петр Васильев, Аэлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Педагоги и воспитанники Алданского детского сада «Снежинка» активно помогают военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции. Воспитатели тесно взаимодействуют с волонтерским центром, и год назад в стенах садика образовалась мастерская по изготовлению маскировочных сетей. А малыши на занятиях мастерят поделки и пишут солдатам письма. Какая еще поддержка оказывается защитникам, узнали наши коллеги. В Алданском детском садике «Снежинка» стихли звонкие голоса и веселый смех. После обеда наступило время сончаса. Пока ребятишки отдыхают, педагоги приступили к работе. Они продолжают изготавливать маскировочную сеть. Процесс идет слаженно, и сегодня мастерицы планируют завершить еще одно полотно.
Нет, не сложно. Просто было сначала страшно, что где-то ошибемся, что подведем, да. Но на самом деле нет. Это не сложно, это интересно даже. И особенно, когда ты плетешь и понимаешь, что это приносит большую пользу. Это очень тоже дорогого стоит. Коллектив «Снежинки» тесно взаимодействует с Алданским волонтерским центром «За нас». Уже год педагоги занимаются изготовлением маскировочных сетей. Технику плетения мастерицы освоили быстро. Мастер-класс для воспитателей провела заместитель руководителя центра Елена Кокорина. Они уже являются нашим филиалом, и мы очень довольны их работой. С первого мастер-класса девчонки очень хорошо поняли всю технологию. И они в первый же день, прямо на моих глазах, сплели сразу целую сеть. Это было, конечно, феноменально. Поддержать бойцов и поблагодарить их за отвагу и самоотверженность вместе с педагогами стремятся и дети. Сегодня на занятии воспитанники старшей группы писали солдатам письма, а их товарищи-подготовишки отправят бойцам рисунки. Да, у нас принимают все активное участие, и дети, и родители, и педагоги, за что им большое спасибо и благодарность. Также нас всегда поддерживает благотворительная организация «Зов Севера», за что им тоже отдельное спасибо. Мы стараемся, работаем. Нравственно-патриотическое воспитание дошколят в «Снежинке» ведется комплексно. Помогая тем, кто защищает страну сегодня, ребята познают историю страны. В музее детского сада под названием «Родничок» активно используются мультимедийные технологии. Эта экспозиция знакомит мальчишек и девчонок с героями Великой Отечественной войны. Я Сережа Олешков, сын полка. Во время Сталинградской битвы спас несколько человек командира. Детям очень нравится, здесь очень много интересного. Родители помогают в сборе экспонатов. А с детьми мы проводим занятия, музейные занятия. И еще к нам приходят с Алданского исторического краеведческого музея, где они тоже нам делают выставки. Массу важного и интересного дети узнают из созданных педагогами лэптопов. Участие в пополнении фондов музея принимают и родители. Они помогают изготавливать макеты и экспозиции. Стоит отметить, что мамы и папы также активно присоединяются к акциям в поддержку военнослужащих. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Идем далее. Бойцам из Якутии в зону СВО отправлены 6 машин, которые прошли ремонт, техническое обслуживание и готовы к выполнению задач по транспортировке грузов и военнослужащих. Технику передали от Мегино-Кангаласского района, Якутск-Энерго, дирекции биологических ресурсов и гуманитарный груз волонтерских организаций республики. Машины будут доставлены 2 большегрузными машинами до опорного пункта в ДНР. Затем будет передано в подразделение нашим военнослужащим. На прошлой неделе выехали в зону специальной военной операции подарочные продуктовые наборы для военнослужащих, приуроченные ко Дню народного единства. Такие же наборы уже доставлены в Хабаровские, Приморские края, Санкт-Петербург и Улан-Удэ для бойцов, проходящих лечение в госпиталях. С подарочными наборами также направлена колбасная продукция местного производителя «Хатуаз» в количестве 1 тонны. Юристами координационного центра состоялся выездной прием граждан город Покровск по вопросам специальной военной операции. Торжественная отправка призывников состоялась на этой неделе в Ленске. 13 новобранцев отправятся для прохождения службы в воинские части. Подробности в сюжете далее. 13 смелых и решительных молодых людей сегодня отправились на службу в армию. Торжественная отправка призывников состоялась традиционно в военкомате. Проводить новобранцев пришли друзья, родители, представители комитета по молодежной и семейной политике, настоятель храма святителя Иннокентия отец Анатолий и, конечно, военный комиссар Ленского района Юрий Шумилов. Обращаясь к новобранцам, он пожелал им успешно адаптироваться к армейской жизни, найти верных друзей, достойно пройти курс молодого бойца и обязательно поддерживать связь с родными. Для призывников самый достойный день, потому что они являются уже защитниками нашего Отечества. Пойдут служить и защищать нас. И вас, в том числе, родных и близких. Служите по уставу, завоюйте честь и славу и домой. И просьба большая, как приедете в войсковую часть, опишите родителям обязательно. Не забывайте про родителей.
Также обратилась к призывникам с напутственными словами председатель комитета по молодежной и семейной политике. Ксения Попова пожелала ребятам удачи в службе и скорейшего возвращения домой. Также пояснила, что двери комитета всегда открыты для них. Сегодня для вас очень значимый день. Вы становитесь морально-физически намного сильнее. Не забывайте, пожалуйста, что вы представлять будете Ленский район. Держите гордо всегда голову. Мы желаем вам, чтобы ваша служба прошла легко. Всегда думайте, конечно, о том, что мы вас здесь ждем. Возвращайтесь. Не забывайте, что после того, как вы вернетесь, всегда есть возможность обучиться от Ленского района, получить высшее образование. Призывник Виталий Аксаментов сообщил, что для него служба в армии – это дело долга, возможность проявить себя и воспитать дисциплину. Как настрой? Боевой. Вернусь когда с армии, пойду учиться, возвышусь. Хочу бизнес свой. Пойду дальше. Следующая отправка призывников на воинскую службу состоится 29 октября. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Далее о медицине. Нерюнгринские врачи успешно провели более 500 операций с пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. С открытием дополнительного первичного отделения у жителей Южной Якутии появилась возможность лечить острые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты, не выезжая из города. В этой операционной каждый день проводится по несколько операций. Врачи работают в круглосуточном режиме. Сейчас за стеклом работа в самом разгаре. У 70-летней жительницы города во время диагностики выявили стеноз сонной артерии. Было принято решение оперировать и ставить стенд. Таким образом, медики своевременно оказали помощь и смогли предотвратить тяжелую патологию. У нее были жалобы на боли в сердце. Так как диагностику она не проводила, мы не знали, с чем мы столкнемся, поэтому провели коронарографию. И был выявлен у нее значимый стеноз, то есть сужение просвета артерии. Где-то до 95% это сужение было. Соответственно, мы провели баллонную ангиопластику и стентирование данного пораженного участка. Сейчас у нее артерия открыта полностью, кровоток восстановлен. Пациентка жалобы не предъявляет. Это операция 5-й степени сложности. Всего с начала работы отделения врачи провели более 500 операций и все с положительным результатом. Пациенты с острым инфарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения могут в кратчайшие сроки получить необходимую помощь и избежать дальнейшей инвалидизации и даже внезапной смерти. На сегодняшний день пациента приводят в течение часа, мы берем их на операцию и делаем им операцию на сосудах сердца, на сосудах головного мозга. Делаем тромбоэкстракции при инсультах. Операции проводятся при использовании аппарата нового уровня ангиографа, высокотехнологичного оборудования и под наблюдением медицинского персонала. В случае, если что-то с пациентом происходит на столе, во время операции, то есть может из-за лекарственных препаратов, например, завалиться давление, или в целом какая-то аллергическая реакция. То есть мы всегда на страже, всегда сидим, смотрим и сразу же своевременно оказываем помощь. Работа первичного сосудистого отделения и ввод в эксплуатацию ангиографа – настоящий прорыв для районной больницы и всей системы здравоохранения региона. Благодаря современным технологиям врачи получили возможность проводить сложные операции с минимальным риском для пациентов, значительно улучшая качество и спасая их жизни. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. К слову, о сезонных заболеваниях в Якутии превысился эпидпорог ОРВИ и гриппа. При этом рост незначительный, отметили в Роспотребнадзоре. Так, по итогам минувшей недели специалисты зарегистрировали порядка 7 тысяч случаев заражения. Большинство из заболевших – дети. Однако речь о введении повсеместного карантина в образовательных учреждениях республики пока не идет. Лабораторный мониторинг показывает циркуляцию в воздухе вирусов, которые вызывают ОРВИ, ковид и грипп категории А. Единственной эффективной профилактикой заболеваний по-прежнему остается вакцинация. На сегодня в республике эту процедуру прошли больше 280 тысяч человек. Это 57% от плана. Из них 144 028 детей и 139 334 взрослых. Поэтому население призываем подойти в поликлинике по месту жительства, пока заболеваемость невысокая и карантинов повсеместно нету, получать прививку против гриппа.
Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В этом месяце мы празднуем столетие авиации Якутии. К вековому юбилею центр, носящий имя Юрия Гагарина, человека, которому покорилось не только небо, но и космос, подготовил масштабный проект. О том, к чему привел полет фантазии организаторов, узнавала Эржена Гармаева. Евдокия Петровна, здравствуйте. Поздравляю вас со столетием авиации Якутии. Для нас это знаменательный праздник. Знаю, что вы подготовили целый комплекс мероприятий. Вот интересно, что вдохновило вас на создание проекта «Крылья истории. 80 лет Победы. 100 лет в небе». Здравствуйте. Спасибо за поздравления и за то, что вы проявили интерес к нашим проектам, поскольку мы последовательно занимаемся этой работой. И специально для этого мероприятия мы подготовили грантовый проект, и Президентский фонд культурных инициатив поддержал его, и он посвящен авиации Якутии. Этот год очень знаменателен для нас, и мы в названии отразили вот эти очень значимые даты. Ведь авиация, наша якутская авиация, она работает и развивается 100 лет на огромной территории самой холодной части Земли. И это колоссальный труд и огромный гражданский подвиг. Поэтому мы решили сделать такой проект, в которых у нас будут 3 мероприятия основных. Это мультимедийная художественная выставка, которую мы назвали «Небо Саха». Второй проект – это торжественное мероприятие. И третий проект, он будет у нас в декабре, в День Героев Отечества. Это показ спектакля «Сердце помнит, не забудет никогда». И он как раз-таки посвящен и героям Отечественной войны, якутянам. Каких результатов вы планируете достигнуть для того, чтобы проект в последующем развивался? Реализация этого проекта будет способствовать патриотическому сознанию, воспитанию нашей молодежи, подрастающего поколения, поскольку во всех этих проектах задействованы наши кружковцы, которых около 800 человек. Это кружки по вокалу, хореографии, театральная студия. Они всегда участвуют во всех наших художественных творческих проектах, а также кружковцы по изобразительному искусству. Вот, кстати, интересно, мы же много сейчас говорим о преемственности, и планируются ли какие-то встречи между нынешним поколением кружковцев и ветеранами авиации? Вот на базе нашего центра действует музей авиации. И вот хранители этого музея, смотрители этого музея, основатель этого музея Михаил Егорович Васильев, очень известный ветеран, и также Александра Степановна Кулагина, которая долгие годы преподавала в Якутском авиационно-техническом училище гражданской авиации. Они бережно хранят это наследие, готовят каждый раз новые выставки, и также они проводят экскурсии для школьников. И это они проводят только по зову своего сердца, бесплатные экскурсии. Да, так что мы приглашаем всех школьников нашего города, республики посетить наш музей авиации. Он уникальный. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, какие мероприятия включены в проект, о чем они, что это такое? Вот эти проекты мы готовим в концепции производственного искусства. Это такое художественное движение, которое зародилось в 20-х годах прошлого века, уже в советской России, то есть тоже 100 лет тому назад. И мы много работали с архивными материалами. В связи с этим Центр аудиовизуального наследия нам помог с кинофотоархивом. И также здесь задействовано, конечно, и художественное слово. И мы благодарим Государственную филармонию, которая всегда поддерживает. И по нашим просьбам они даже разучивают новый репертуар.
песенный, который связан именно с авиацией. И мы стараемся находить вот в огромном музыкальном наследии вот еще советских времен песни про авиацию, космонавтику, да, и вообще про подвиги. И наши кружковцы, вокалисты, они с удовольствием это разучивают и исполняют. Это для выставки и для торжественного мероприятия, да? Значит, для выставки наши партнеры проекта — это Союз художников республики. Вот Ольга Афанасьевна, она сразу же откликнулась на нашу просьбу, можем даже так сказать, да, наше предложение подготовить такую выставку, которая была бы посвящена столетию авиации. Именно вот художественная выставка, вот художественные практики в концепции, в синтезе с мультимедийными технологиями. Поэтому здесь очень будет интересный такой вот проект в том плане, что художественное искусство, где вот небо как главный лейтмотив, и мы небо можем видеть снизу, можем видеть с высоты полета в самолете. Да? Небо — это вот то, что есть во всех сказаниях у народов мира, как такое некое глобальное пространство, неопознанное, и человечество всегда хотело покорить это небо. И вот в этой концепции выставка наша представлена. Знаю, что вы готовили еще и театральную постановку. О чем она будет рассказывать, кто в ней участвует? Это будет спектакль «Помнит сердце, не забудет никогда». И там будут выступать наша театральная студия «Антре-Арт», воспитанники. И также мы привлекаем студентов. Это ЕАТУГа, колледж культуры и Арктический институт культуры и искусств. И она будет посвящена именно годам войны в нашей республике. Как вот это переживало наше общество, нашим героям и тыловикам. Но я сейчас не буду всех подробностей рассказывать. Приглашаем вас. Вход будет свободный. То есть торжественное мероприятие, оно рассказывает об истории авиации Якутии, да, с помощью использования и мультимедийных технологий, и архивные материалы тоже там присутствуют. Да. Мы обращались за консультациями при вот создании сценария к историкам авиации, к руководителям авиации и также риском авиаторов. И выделили основные этапы развития. И наш сценарий построен на этом. В такой исторической ретроспективе будем отражать в песнях, в танцах, да, вот эту вот историю. Этот проект был реализован при помощи Президентского фонда культурных инициатив. И это ваш не первый успех. Уже в 4-й раз Центр выигрывает грантовый конкурс. Вот, расскажите, как удалось добиться такого результата? В чем секрет? Ну, конечно же, ключ того, что Президентский фонд культурных инициатив уже 4-й раз поддерживает наши проекты, это наши партнеры. Да? Ну, во-первых, это Риском авиаторов республики, также детский подростковый центр города Якутска, Арктический институт культуры и искусств. Вот у нас сейчас новый партнер — это Союз художников. Вот Росавиация, территориальное подразделение в республике, также является нашим большим партнером. Вот за эти 5 лет работы у нас вот появились очень надежные, ответственные и очень компетентные партнеры. Это во-первых. Да? И во-вторых, наш молодой, талантливый, целеустремленный коллектив, который не боится трудностей. Да, и всегда это для нас такой эксперимент творческий, эксперимент в искусстве, это какой-то вызов. Да, и с каждым проведенным мероприятием, вот я не побоюсь сказать, но доверие растет к нам. Да, и мы проводим и серьезные такие мероприятия, как, допустим, торжественная церемония «Человек труда». Да, и другие ряд мероприятий, ведомственных в том числе. А как вы думаете, такая патриотическая направленность, очень актуальная сейчас, она тоже повлияла на то, что проект стал победителем конкурса? Да, спасибо за такой вопрос. Наш центр носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. И это уже обязывает нас ко многому. И мы держим вот это знамя для того, чтобы именно наши проекты соответствовали и патриотизму, да, и высоким целям, да, этому высокому сознанию, гражданской ответственности. Да. И стараемся это сделать так, чтобы это было не скучно,
чтобы это было интересно как участникам наших вот этих проектов, да, так и зрителям, которые приходят. Угу. Спасибо большое, Евдокия Петровна, что нашли для нас время. Очень содержательный разговор получился. В Музее археологии и этнографии СВФУ стартовала уникальная выставка. Экспозиция представила свыше сотни артефактов с раскопок могильника тыганидов, потомков легендарного Тыгын-Идырхана. Исследования мест захоронений проводились с 30-х годов прошлого столетия и продолжаются по сей день. Как отмечают исследователи, археологи по-прежнему находят различные реликвии. Самым примечательным экспонатом выставки стали вещи, найденные на месте захоронения самого знаменитого тыганида Мазары Базекова. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.